честь столетия чувашской автономии каждый населенный пункт республики получит финансовую поддержку. Такую инициативу озвучил руководитель региона Олег Николаев в ходе видеоконференции с сельскими старостами и председателями ТОСов. Сельские старосты и представители ТОСов, по мнению руководителя региона, всегда погружены в проблемы родного муниципалитета. Знают ее изнутри, понимают, чего хотят местные жители, и лучше любого столичного чиновника могут объяснить, как сделать жизнь на селе комфортнее, а также формируют среди населения доверительное отношение к власти. Нам с вами удалось сделать очень много в последние годы. Благодаря вашим инициативам за последние только 3 года уже реализовано около 1000 проектов инициативного бюджетирования. И в этом году совместно нам с вами предстоит реализовать еще 737 проектов. Сейчас в Чувашии насчитывается 1700 населенных пунктов, и почти везде действует институт старост. На прямой линии многие из них не постеснялись и задали волнующие их село или деревню вопросы лично руководителю региона. В топе проблемы ремонт подъездных путей к муниципалитетам, благоустройство дворовых площадок, замена или реконструкция старых водонапорных башен. С решением последней подвижки наметились прямо во время видеоконференц-связи. Олег Николаев поручил заложить в бюджете республики деньги на эти цели. Также в честь столетия чувашской автономии городам, деревням, селам и поселкам республики будут выделены дополнительные финансы. Прям при вас даю поручение Сергею Геннадьевичу Артамонову совместно с Михаилом Геннадьевичем выработать соответствующие подходы выделения денег. Поддерживаю, чтобы эти деньги были доведены до каждого населенного пункта, чтобы каждый населенный пункт получил определенные денежные средства. И поддерживаю, чтобы эта цифра была круглая, 100 тысяч рублей. В принципе, символично, хорошая цифра и достаточно звучит хорошо и синхронизируется со столетним юбилеем. Всего на эти цели из республиканской казны направят 300 миллионов рублей. Оба курирующих распределение денег ведомств Минсельхоз и Минфин уже решили, по какому сценарию их будут распределять. Деревни и села получат по 100 тысяч рублей. Для городов и поселков городского типа средства будут рассчитаны, исходя из численности населения. На что потратить финансы, жители будут решать сами. Это может быть установка детской площадки, обновление памятников и стел или благоустройство центральной улицы. Кстати, по каким направлениям пустить деньги у людей спросят уже совсем скоро, в период общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Каждый сможет высказаться. А вот живые деньги муниципальное образование, по словам республиканских властей, увидят уже в первой половине июля. Евгения Зиновьева, Вести Чувашия.